Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и мирового сообщества темы и беседуем с наиболее интересными людьми. Сегодня у нас, пожалуй, самый высокий, да точно самый высокий иностранный гость в студии Первого крымско-татарского телеканала. Это вице-спикерка Сейма Польской Республики Małgorzata Gosiewska. Я вас вітаю. Dzień dobry, witam serdecznie. Małgorzata, вы настолько часто приезжаете, вот только за последнее время вы несколько раз были в Украине. Я хочу, чтобы вы рассказали, почему вы сейчас приехали, что вы делали вчера и сегодня, потому что сегодня вы начали с визита в Меджлис крымско-татарского народа. С чем это связано тоже? И вообще смысл вашего визита этого? Tak, w dwóch słowach to na pewno się nie uda odpowiedzieć, ale wiem, że mamy dużo czasu. Przede wszystkim ściągnęła mnie tym razem do Kijowa uroczystość organizowana przez ambasadę Polski i Litwy 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Так, в двух словах нельзя ответить цель визита. Этот раз главный повод моего визита – это все-таки празднование 230-летия Конституции 3 мая, организованное посольством Республики Польша. Это одна из первых конституций в Европе вообще, польская конституция. Pierwsza w Europie, druga na świecie, tak. Ale to mówię, i ambasada Polski i Litwy organizatorem tej uroczystości była. Wielkie wydarzenie, przepiękna uroczystość, bardzo wielu gości. Także ja też jestem wdzięczna naszemu ambasadorowi, że się udało to zorganizować. I to w sumie pierwsza taka duża impreza po wyjściu z izolacji. To tym większe święto. А точно. И нужно сказать, что здесь организаторами были и посольство Польши, и посольство Литвы. Много было гостей, прекрасное празднование, мероприятие. Я благодарна нашему послу, что ему удалось организовать такое празднование. И это фактически первое мероприятие после выхода из изоляции. Ale dla mnie to też rozpoczęcie już takiej dawnej swojej aktywności, bo ja należę do tych parlamentarzystów w Polsce, do tych polityków, którzy jeśli o czymś mówią, a zajmuję się polityką zagraniczną, polityką wschodnią, to lubię wiedzieć, o czym mówię, nie czytać tego tylko z opracowań, ale często osobiście doświadczyć. И для меня это прежде всего возврат к моей прежней активности, деятельности. Я принадлежу к тем политикам, которые занимаются международными делами, и в этом прежде всего хочу переживать эти все события, не только читать какие-то отчеты. Stąd przy każdej wizycie, każdą wizytę rozszerzam również o spotkania z interesującymi ludźmi. No, teraz miałam szczęście rozmawiać z krymskimi Tatarami, z samą wierchuszką, z najważniejszymi osobami. No, dla mnie to było naprawdę wielkie wydarzenie i takie wielkie doświadczenie. И каждый визит я стараюсь организовать встречи с интересными людьми. В этот раз я встречалась с крымскими татарами, с верхушкой, самыми важными представителями народа, и для меня это очень важный опыт. О чем говорили с главой Меджлиса, с Мустафой Джемилевым? No, tematów było wiele. Rozmawialiśmy o zbliżającej się Platformie Krymskiej, wielkie wydarzenie tak naprawdę. Mam nadzieję, że będzie. No, wielu przedstawicieli państw się pojawi. To będzie dobra okazja, by mocno zaakcentować, by mocno powiedzieć o tym, że Krym jest okupowany, że Krym należy do Ukrainy, że złamane zostało prawo międzynarodowe. Ja wiem, że to są takie oczywistości dla nas, dla pana, dla mnie, ale niestety na zachodzie Europy to nie są oczywistości. To są sprawy, o których tam się zapomina. No bo jak się zapomina, to już nie trzeba reagować.
И тут мы прежде всего говорили о многих темах, но главное — это подготовка к Крымской платформе. Это саммит, большое событие, которое готовится. Многие страны будут принимать участие. И тут это возможность, чтобы сильно подчеркнуть, что Крым оккупирован, Крым — это Украина, чтобы международное сообщество все-таки еще раз обратило внимание, потому что это очевидные вещи для вас, для меня, а западное общество забывает об этом. Ale też rozmawialiśmy o różnych projektach, którymi warto byłoby się zająć, by podtrzymywać kulturę krymskich Tatarów, by w pewnym momencie, kiedy przyjdzie ten czas, w co głęboko wierzę, że Krym wróci do Ukrainy, że krymscy Tatarzy znowu wrócą na swoje ziemię, żeby po prostu były osoby, które tę kulturę krymskich Tatarów będą mogły tam pielęgnować. Żeby tak się stało, musimy inwestować w młodzież. И тут мы также говорили о разных других проектах, прежде всего в рамках поддержки культурного развития крымских татар. Ведь мы верим, что придет время, когда Крым вернется в Украину, крымские татары вернутся на свою землю, поэтому мы должны делать все возможное, чтобы подготовить прежде всего молодежь, чтобы она была готова, обучена, получила образование. Więc rozmawialiśmy o na przykład stworzeniu specjalnego programu stypendialnego dla krymskich Tatarów w Polsce, by mogli w Polsce studiować, zdobywać wykształcenie, a w przyszłości wrócić i pracować na rzecz Ukrainy, ale też pracować na rzecz krymskich Tatarów i samego Krymu. Мы говорили о стипендиальной программе для крымско-татарской молодежи, чтобы они могли получать образование в польских вузах, а потом, чтобы могли вернуться и работать с пользой для Украины и прежде всего с пользой для своего крымско-татарского народа. Wiele polskich środków jest przekazywanych na różnego rodzaju programy stypendialne dla Ukraińców. Wiele środków z polskiej pomocy rozwojowej to są środki właśnie na tego typu programy, ale myślę, że dobrze by było przygotować i na pewno się tym zajmę i będę przekonywać w Polsce Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Edukacji, by stworzyć odrębny program właśnie dla krymskich Tatarów, program stypendialny. Tak, jak już mamy taki program dla Białorusinów od 2006 roku, czyli od pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. И нужно также думать о выделении средств. Польша и так выделяет много средств на разнообразные стипендиальные программы для украинцев, для того, чтобы помогать Украине в развитии. Нужно подготовить отдельную программу, я думаю, для крымских татар, как это работает с белорусами со времен первого правительства права и справедливости. Я буду говорить с Министерством высшего образования и науки в Польше об этом. Zwłaszcza, że mówię, mamy się do czego odnieść. Mamy program odrębny dla Białorusinów, się nazywa program Kalinowskiego, czy jeszcze tak historycznie fajnie umocowany. Kwestia znalezienia odpowiedniej formuły, nazwy i przekonania ministra, no to takie zadanie dla mnie do wykonania. И тут образец для нас — это программа для белорусов, которая называется программа Калиновского. Это такое исторически обусловленное название. Для меня задача — это сейчас найти определенную форму, поговорить с министром и убедить его в необходимости. A swoją drogą pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do tego programu Kalinowskiego dla Białorusinów. Byłam na takim nielegalnym wiecu w Mińsku, organizowanym przez opozycję. Wtedy jeszcze to był okres po wyborach prezydenckich, kiedy przypomnę sobie za chwileczkę nazwisko kandydata niezależnego. No i potem właśnie było święto zakazane na Białorusi, święto niepodległości. Ja tam miałam możliwość wystąpienia do studentów zwalnianych z uczelni po wcześniejszych protestach i wtedy zapraszałam ich do Polski. Wróciłam do Polski, udało się stworzyć program, działa do dziś. И я помню, как мы готовили программу... Kandydat Milinkiewicz.
wtedy był. Помню программу, как мы готовили для белорусов, что я присутствовала на таком нелегальном вече оппозиции в Беларуси после очередных президентских выборов, когда независимым оппозиционным кандидатом был Малинкевич, и тогда белорусских студентов начали увольнять выгонять из вузов, и после возвращения в Польшу мы взялись за эту программу, и мы запустили ее. Я очень благодарен вам за то, что студенты из Крыма, крымские татары, могут учиться в Польше. Я знаю таких людей уже. И если это будет целая программа, это будет огромная польза и огромная помощь для того, чтобы наши люди не чувствовали себя в изоляции, не чувствовали себя в безвыходном положении, потому что Польша — это настоящая Европа, это окно в мир и для украинцев, в том числе и для крымских татар. Myślę, że to utworzymy. Też w Polsce trzeba pamiętać, że my mamy naprawdę bardzo wielu studentów ukraińskich. W ogóle no, mamy chyba ponad 2 miliony Ukraińców już mieszkających w Polsce. To jest, myślę, że docelowo też i problem dla Ukrainy, dla jej dalszego rozwoju, bo to ja pamiętam, jak my w Polsce przeżywaliśmy fakt, iż sama najlepsza młodzież, najzdolniejsi ludzie z Polski wyjeżdżali szukać dla siebie przyszłości na Zachodzie. No w tej chwili to jest problem Ukrainy. No, my z przyjemnością oczywiście przyjmujemy, pomagamy. To w zasadzie już Ukraińcy mieszkający w Polsce, pracujący w Polsce wspierają również faktycznie nasz rozwój gospodarczy i budżet, no ale trzeba myśleć o tym, by młodzi Ukraińcy mogli szukać swojej przyszłości na Ukrainie. To jest jakby cel dla polityków украинских. Тут, конечно же, много украинских студентов уже обучается в Польше. Всего в Польше пребывает около 2 миллионов украинцев. И это сейчас больше проблема для Украины, которая может препятствовать ее развитию, потому что в Польше мы раньше тоже переживали, когда самые одаренные наши граждане, молодежь уезжала на Запад на работу. Сейчас это проблема для Украины. Мы с удовольствием принимаем украинских граждан. Украинцы для польской экономики — это развитие, это бюджет. А ведь нужно, чтобы молодежь украинская также работала на развитие Украины. Спасибо, что вы думаете о нашей молодежи, может быть, больше, чем некоторые представители нашей власти. Ale proszę nie prosić o komentarz. Я не провоцирую, Не просите меня я комментировать. просто говорю, что нет, то, что вы представитель другого государства, замглавы парламента другой страны, я вот такие слова о трудовой миграции я впервые услышал от вас. Ojej. Ale tak trzeba myśleć, tak? Uważam, że w polityce, oczywiście w działalności politycznej najważniejsze jest dbanie o swój kraj, o swoją ojczyznę, ale zwiększa się wiarygodność polityka, gdy drugi kraj traktuje po partnersku, uczciwie po prostu. Я думаю, что так должны думать все политики. Конечно же, на первом месте своя страна, свое отечество, но все-таки к другим странам нужно относиться по-партнерски, с доверием. Вы упомянули про Беларусь, и сейчас положение белорусов хуже намного, чем тогда, когда вы рассказывали, кандидатом был Малинкевич. Trochę inna jest to sytuacja. Ситуация немного иная. Oczywiście położenie Białorusinów jest ciężkie, ale świadomość Białorusinów jest kompletnie inna niż wtedy w 2006 Tak, to czy prawda. 2007 roku. Ja powiem tak, często byłam pytana krótko po ukraińskiej rewolucji godności, czy coś się zmieniło, czy to jest zwycięstwo. No wtedy trudno było mówić o zwycięstwie, szczególnie w sytuacji, kiedy zaczęła się wojna na Donbasie, kiedy został zajęty Krym. Ale zawsze podkreślałam, że najważniejsza rewolucja zaszła nie tam,
na samym Majdanie, co w głowach młodych Ukraińców. I teraz powiem, że najważniejsza rewolucja na Białorusi zaszła w głowach Białorusinów. И белорусское положение, конечно же, труднее, но сознание белорусов другое, чем в 2006-2007 годах. Меня после украинской революции достоинства часто спрашивали, это победа или нет? И сложно было ответить на этот вопрос в ситуации, когда началась война на Донбассе, когда была оккупация Крыма. А я считаю, что самая важная революция произошла не на Майдане, а в головах в украинцев. И то же самое сейчас происходит в Беларуси. Много беженцев из Беларуси сейчас в Киеве, в Варшаве, в других городах Польши. В Вильне Вильне, тоже. правда, много, да. По сути дела, мне кажется, что Беларусь уже находится в оккупации. Точно так же, как и Крым. Хотя Крым объявлен оккупированной территорией, а Беларусь нет. Вот у вас, опытного политика, какое ощущение, что Россия поглотила уже Беларусь? И стремится она к этому? Rosja na Białoruś ma wpływ od lat. Tam są bazy wojskowe, tam się odbywają manewry. Białoruś jest kompletnie zależna od Rosji w kontekście gospodarczym, ale przede wszystkim energetycznym. I to jest podstawowy problem. Tego nie można nie zauważać i to widzieliśmy na przestrzeni lat. Российское влияние там присутствует уже многие годы. Там есть военные базы, там проводятся военные маневры. Беларусь зависима от России в экономическом плане, в энергетическом. Это уже мы давно знаем. My prezydentowi Łukaszence przez ostatnie lata próbowaliśmy wskazać inną drogę. Próbowaliśmy pokazać, że jest inna droga, że nie są skazani na Rosję. Były kontakty dyplomatyczne, były spotkania. Nie po to, żeby uwiarygadniać prezydenta Łukaszenkę, ale po to, żeby właśnie pokazywać mu, że nie jest skazany na Rosję, że może pójść kompletnie inną drogą. И Лукашенко, это мы ему показали, пытались показать другой путь, что есть все-таки существует другой путь, что он не обречен на Россию. Мы с ним вели дипломатические контакты, но не для того, чтобы поддержать его как президента, а чтобы показать, что нет этой обреченности на Россию, есть другой путь. Przyznam szczerze, że ja nie zawsze zgadzałam się z polityką mojego rządu w tym zakresie i działaniami moich kolegów polityków, parlamentarzystów, bo nie bardzo widziałam szansę na skuteczność takiej polityki, ale uważam teraz nawet z perspektywy, że dobrze było to wykonać. No daliśmy Łukaszence inną możliwość pójścia inną drogą, nie skorzystał, zdradził swoje społeczeństwo, poszedł już w takim kierunku, taką drogą, która jest nieodwracalna. On już nie ma zachodniego kierunku, on już poszedł prostą drogą na wschód. To jest już taki związek z Moskwą, z którego już się nie wykręci. И тут, возможно, я во многом не соглашалась с моими коллегами, с депутатами, с политикой польского правительства того времени в том, что они давали шансы. Действительно ли было это эффективно? Но с перспективы времени я смотрю, что это было хорошо, что мы все-таки показали Лукашенке, что была возможность воспользоваться другим путем. Он этим не воспользовался, он предал свой народ. Теперь уже пути назад нет. Он уже четко показал, что выбрал не Запад, а Восток. И он уже не выйдет из этого круга влияния Москвы. No, zdradził po prostu swoje społeczeństwo, tak? Przegrał wybory sfałszował, no i odwrócił się od narodu. Tak naprawdę trzeba powiedzieć, że obserwując jego działania, że on się po prostu boi własnego narodu. A to jest bardzo bliskie upadkowi. И тут можно сказать четко, что он предал белорусское общество, он проиграл выборы, фальсифицировал выборы, он отвернулся от своего народа, он боится народа, а это уже четкий сигнал его упадка. Ja nie wiem, w jakim kierunku będzie rozwijała się sytuacja na Białorusi.
Jedno jest pewne, społeczeństwo przeszło swoją rewolucję i ono nie uwierzy już w łukaszenkowską drogę. И в каком направлении будет развиваться ситуация в Беларуси, я не знаю. Но общество уже прошло свою революцию, и оно уже не будет верить президенту Лукашенко. W każdym razie społeczeństwo białoruskie będzie miało zawsze wsparcie w Polsce, a my jako polscy politycy też będziemy zawsze walczyć o to wsparcie również na szczeblu międzynarodowym. В любом случае белорусское общество всегда получит поддержку в Польше, а мы, как польские политики, будем бороться за эту поддержку также на международном уровне. No i druga sprawa, że tak naprawdę sytuacja na Białorusi jest zależna od tego, co dalej będzie działo się na Kremlu, co dalej będzie z Federacją Rosyjską i od rozwoju sytuacji w tym zakresie zależy również i sytuacja w samej Białorusi. А другой вопрос, что ситуация в Беларуси напрямую зависит от того, что будет происходить в Кремле, в Российской Федерации. От этого четко зависит ситуация также в Беларуси. По сути дела, президента Лукашенко больше нет. Вы же уже ни Польша, ни какие другие страны Европы не будут разговаривать с ним как президентом Беларуси. Это правда же? Mam nadzieję, że tak. Tylko, panie redaktorze, zawsze, że trudno mi jest się zgodzić z traktowaniem Białorusi odrębnie, bez związku z Federacją Rosyjską i tym, co robi Władimir Putin. No z jednej strony krytykuje się małego dyktatorka Łukaszenkę, a zupełnie zapomina się o tym, że dużo większym dyktatorem, człowiekiem, który posługuje się terrorystycznymi metodami, który bezwzględnie łamie prawo międzynarodowe, jest Władimir Putin. И тут, конечно же, сложно относиться к ситуации в Беларуси отдельно, ведь Путин есть еще. У нас есть маленький диктатор в Беларуси, но мы забываем о том, что есть и большой диктатор, который тоже использует террористические методы. Если бы не было Путина, то не было бы Лукашенко. Я в том абсолютно. Pełna zgoda, tyle tylko, że Putin nie jest tym jedynym złem, tak? Putin to jest pewien kierunek prowadzony w Federacji Rosyjskiej. Nie Putin będzie inny. Tu po prostu trzeba wierzyć, że kiedyś po prostu nastąpią zmiany w samym społeczeństwie rosyjskim i ono nabierze takich sił, by wszystko u siebie zmienić po prostu. Тут полностью я с вами согласна, но нужно помнить, что Путин ведь не один, это не одно зло. Это просто такое направление Российской Федерации. Если не будет Путина, то будет другой. Нужно просто верить, что когда-то наступит ситуация, что российское общество настолько изменится, что это уже будет невозможным. Inny problem, że politycy opozycji w Rosji też w swoich różnych wypowiedziach zawierają treści kontrowersyjne wobec Ukrainy, Krymu, Gruzji czy Białorusi. Другой вопрос, то, что даже оппозиционные политики в Российской Федерации в своих высказываниях противоречивые вещи высказывают по отношению к Украине, Грузии, Крыму. Абсолютно так. И вы одна из не так многих политиков вообще в Европе, кто это понимает, что зло не только в Путине, а в идее того, что русские могут решать судьбу белорусов, Крыма. И вот сейчас мне кажется, что как донести до западного мира угрозу такую, что фактически в Беларусь сейчас полностью под контролем Путина. И фактически хоть завтра войска России окажутся на ваших границах. И что это уже совсем, это уже холодный, это уже мир времен холодной войны. Мы возвращаемся туда, откуда ушли 30 лет назад с лишним. Tak, ale też trzeba pamiętać i o tym często powtarzam, że gdyby nie wojska ukraińskie na Donbasie, to te wojska rosyjskie mogłyby również w tej drugiej części granicy z Polską być już blisko.
Ukraina chroni nie tylko swoje granice, ale Tak. tak naprawdę granice Unii Europejskiej. Да, я согласна, но с другой стороны нужно помнить, что украинская армия, если бы не было украинской армии на Донбассе, то российские войска могли бы быть также и в другой части польской границы, поэтому украинская армия защищает также и границы Европы, Польши. I to jest w tej sytuacji nie sposób nie wspomnieć pamiętnych słów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski z 2008 roku, z sierpnia, wypowiedziane na wiecu w Tbilisi, dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa przybałtyckie, a potem być może przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę i pamiętamy reakcję na te słowa wtedy, reakcje w Polsce, ale reakcje na Zachodzie. No, mało kto brał poważnie słowa wypowiedziane. To nie były proroctwa, to nie było jakieś widzenie, tylko realna ocena sytuacji, analiza i ocena. И тут я всегда вспоминаю слова покойного президента Польши Леха Качинского, которые он высказал на Вече в Тбилиси в 2008 году. Он сказал, что сегодня Украина, Грузия, прибалтийские страны, а завтра Польша. И я помню реакцию в Польше, на Западе. Действительно ли это так, что они не могли в это поверить? А это оказалось совершенно не пророчество, а самая настоящая реальность. Больше того, я думаю, что в том числе за эти слова и за позицию президента Качинского русские и устроили катастрофу самолетов в 2010 году. Powiem tak, znaczy w Polsce ciągle mamy spór polityczny dotyczący tego, co się stało faktycznie 10 kwietnia 2010 roku. Ale jeśli prześledzimy, już pomijając kwestie związane ze śledztwem, przyczynami katastrofy, ale jeśli popatrzymy na politykę, aktywną politykę, jaką prowadził Lech Kaczyński i pustkę, jaka nastąpiła po 10 kwietnia, no to wnioski nasuwają się same. No jestem głęboko przekonana, że gdyby prezydent Kaczyński dalej mógł z dużą konsekwencją prowadzić tę politykę, jaką prowadził wcześniej, gdyby nie wydarzyło się w Smoleńsku, nie wydarzył się ten dramat, to może byśmy dzisiaj nie rozmawiali o wojnie na Donbasie. И тут в Польше до сих пор идет политический спор, что же случилось 10 апреля 2010 года. Уже не говоря о следствии, о разнообразных исследованиях, теориях причин, но просто если мы посмотрим на ту активную политику, которую вел Лех Качинский, и то, что после его смерти настала полная пустота в этом отношении, то выводы тут возникают сами. Возможно, если бы он и дальше вел свою политику в том же направлении, то не было бы катастрофы на Донбассе. Абсолютно с вами согласен. И вообще я помню этот день прекрасно, день катастрофы. Я с самого начала не верил, что это случайно, абсолютно. И я тогда подумал, что что-то в этом мире сломалось, что что-то будет плохое. Это было уже как предчувствие такое после Грузии. Вот это убийство, я считаю, это мое мнение, что это убийство, оно вот мы сейчас видим, то, что вы правильно сказали, оно привело и к войне с Украиной в итоге. Tak, no, dla mnie to jest dramat, który mnie jeszcze również osobiście dotknął, bo w tym samolocie zginął też ojciec mojego dziecka, w zasadzie większość moich przyjaciół i to takich prawdziwych przyjaciół jeszcze z nielegalnej działalności sprzed 90 roku. Zresztą Przemysław Gosiewski, Przemek, to też mój jeszcze wtedy kolega z NZS-u, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, nielegalnej organizacji działającej na Uniwersytecie Gdańskim. Для меня это тоже личная драма, потому что в этом самолете погиб также отец моего ребенка, также погибли многие мои друзья, действительно настоящие
друзья. В конце концов, даже Przemysław Гасевский, он был моим коллегой с времен независимого объединения студентов в Гданьске. Potem mężem oczywiście. Потом, конечно же, он стал моим мужем. Tak. Ale obojeśmy byli wychowankami Lecha Kaczyńskiego, właśnie z tego środowiska gdańskiego. I to w większości środowisko Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej Porozumienia Centrum, to właśnie były te lata, początek lat 90., kiedy poznawaliśmy się w boju. Większość z tych osób nie żyje. Większość z tych osób zginęła w Smoleńsku. No, dla mnie to była cała wszystkie najważniejsze osoby w życiu prywatnym i zawodowym. И также мы были оба воспитанниками Леха Качинского с времен нашего пребывания жизни в Гданске. Также оттуда же происходят и многие деятели нашего политического объединения «Право и справедливость». Мы тогда знакомились в начале 90-х годов, а теперь большинства моих друзей нет в живых. Все важные для меня люди и в личном плане, и в политическом, в общественном погибли. Прежде чем перейти на другую тему, я хочу спросить у вас, простите меня, что я Nie, вспомнил. nie szkodzi, ja już o tym potrafię mówić. Był czas, kiedy mówić nawet było nie sposób, ale jakaś część życia się zakończyła. Potem było budowanie nowego, a teraz jest realizacja testamentu tych, którzy zginęli. Stąd moja obecność tutaj, stąd moja obecność na Donbasie i stąd siły, jakie mam w sobie, by walczyć z Federacją Rosyjską na różnych frontach. Ничего страшного, я уже могу об этом говорить. Было время, когда я не могла говорить, но какая-то часть моей жизни уже закончилась, потом началась отстройка нового и реализация уже завета погибших. Отсюда у меня и силы для того, что я делаю на Донбассе, силы для борьбы с Российской Федерацией. Także proszę nie przepraszać, absolutnie dla mnie to jest jeden z tematów ważnych, od których nie uciekam, a które też wpłynęły na późniejsze moje życie. Mówię, na to, że jestem dzisiaj tutaj z Panem. Не просите прощения, это одна из важных для меня тем, я не избегаю ее, они оказали важное влияние на мою жизнь, и это одна из причин, почему я сейчас с вами разговариваю. Как вы думаете, когда-нибудь будет раскрыта точные причины этой трагедии? To jest trudne pytanie, które często pojawia się w Polsce, w różnych miejscach. W pełni obawiam się, że nie poznamy, ponieważ najważniejsze dowody tego, co się stało, ciągle pozostają na terytorium Federacji Rosyjskiej. Samolot, czarne skrzynki i wiele innych świadków materialnych tego, co się wydarzyło. Это сложный вопрос, часто его задают в Польше, но для меня все-таки до конца мы не сможем это узнать, потому что все доказательства, в том числе и черные ящики, и сам самолет, самые важные свидетельства, все это находится в Российской Федерации. I to nie jest wina Federacji Rosyjskiej, że Polska nie była w stanie pewnych rzeczy wyegzekwować. Ja powiem coś, co zabrzmi dramatycznie, ale po prostu wtedy, w tamtym okresie nie było państwa polskiego, nie było państwa, które upomniałoby się o swojego prezydenta i o prawdę o tym, co się stało faktycznie z polskim samolotem. И я хочу сказать, что это не вина Российской Федерации в том, что Польша не могла добиться своих прав. Я скажу, возможно, такую очень резкую вещь, но считаю, что польского государства в тот момент не было, что Польша не могла добиться правды о том, что случилось с ее президентом. Państwo polskie w tamtym okresie nie zadbało o należyte potraktowanie ciał
osób, które zginęły, nie zadbało o to, by zabezpieczyć samolot, dowody zbrodni. Samolot był niszczony. No wiele złego się działo. Wiele złego działo się do katastrofy i to musi podlegać ocenie wymiaru sprawiedliwości oraz to, co się działo po katastrofie. I to też za to politycy powinni ponieść wprost odpowiedzialność. Jedna sprawa to jest, co doprowadziło do tej tragedii, kto jest za to winien. No, my tu rozumiem, że nie mamy wątpliwości, że wina leży głównie po stronie Federacji Rosyjskiej, choć bez pomocy pewnie pewnych instytucji czy pewnych działań po polskiej stronie do tego by nie mogło dojść, ale potem ilość zaniedbań była po prostu potworna. Польское государство просто не позаботилось даже о соответствующей отношении к останкам, к телам погибшим, не защитило самолеты, доказательства, много чего было уничтожено. То, что происходило перед катастрофой, это все должно выяснить правосудие. То, что происходило после катастрофы, это уже политическая ответственность. Что к этому привело, кто виноват? Вина, конечно же, со стороны Российской Федерации есть, но кто помогал с польской стороны, это тоже вопрос. Я понимаю, о чем вы говорите. Я помню, как странно повело себя польское руководство тогда. И, наверное, многие улики действительно были уничтожены за это время. Тем не менее, я надеюсь, что когда-нибудь, когда Путина не будет, когда не будет России, как она сейчас есть, мы узнаем правду, потому что более массового убийства в польской элиты, ну, это невозможно себе представить, такого ущерба. Это первое. И второе, знаете, вот я как журналист наблюдал за тем, как реагировали российские медиа после того, как русские сбили самолет на Донбассе. Они выдвигали версии, что виноваты украинцы. И я, когда это произошло, у меня аж холод стал по спине. Я вспомнил, как они после катастрофы с самолетом Качинского, они то же самое делали. Они повторяли, они выдумывают несколько версий, только не мы. Вот очень похоже было. Поэтому косвенное подозрение у меня все равно остается, что они к этому причастны. Ale, panie redaktorze, było znacznie gorzej, ponieważ niektórzy polscy politycy mieli już gotową wersję przyczyn katastrofy. Politycy wtedy rządzącej Platformy Obywatelskiej otrzymali SMS i to krótko po katastrofie. Winni piloci podchodzili kilkakrotnie do lądowania, coś tam, tak? Była już konkretna przyczyna tragedii i tą przyczyną była niekompetencja pilotów. Potem się pojawiały jakieś kolejne naciski ze strony niby prezydenta na lądowanie, ale generalnie teza pojawiła się krótko po katastrofie. I to nie była teza przedstawiona przez rosyjskich dziennikarzy. И я хочу вам сказать, что было намного хуже, потому что польские многие политики тоже имели готовую версию. Та партия, которая тогда правила, гражданская платформа, у них уже была готовая версия, даже были смс, и там было четко указано, что пилоты заходили несколько раз на посадку. Также потом появилась версия, что было давление со стороны президента, что это была некомпетентность польских пилотов. И это все появилось вскоре после катастрофы, и это не было влияние российских журналистов. Tak mi się teraz przypomniała jeszcze inna historia. Miałam przyjemność w ostatnich dniach towarzyszyć, uczestniczyć w ważnym wyjeździe prezydenta Andrzeja Dudy. To był wyjazd do Turcji i do Gruzji. I podczas pobytu w Gruzji odwiedziliśmy rejon tak zwanej granicy, linii rozgraniczającej pomiędzy Gruzją a rejonem cchinwalskim, tak zwaną Osetią Południową. Osetia Południowa to jest nazewnictwo rosyjskie, to jest faktycznie terytorium Gruzji zajęte przez Federację Rosyjską, coś jak właśnie Krym czy Donbas.
И вот хочу также другую историю сейчас вспомнить, что в последнее время я была участником визита президента Польши Дуды в Турцию и в Грузию. И во время посещения Грузии мы посетили такой регион, который находится на линии разграничения Грузии. Это Цхинвали, по российской, Ну, по знаем, российской Осетию номенклатуре это называют Южная Осетия. А на самом деле это грузинская территория, оккупированная Российской Федерацией, так как Крым или Донбасс. I byliśmy w miejscu, w którym w 2008 roku, chyba w listopadzie, padły te takie pamiętne, głośne strzały w kierunku Lecha Kaczyńskiego. И мы посетили такое место, в котором в 2008 году в ноябре месяце прозвучали эти очень известные обстрелы, направленные в направлении президента Леcha Kaczyńskiego. To była taka historia, że prezydent Lech Kaczyński, będąc w Gruzji wspólnie z prezydentem Saakaszwilim, zdecydowali, by pojechać w rejon tej linii rozgraniczającej, w rejon, który w myśl porozumienia podpisanego między Federacją Rosyjską a wtedy jeszcze Sarkozym, tam miało być to terytorium pod panowaniem gruzińskim. Tak? To było porozumienie, tam miało być już spokojnie, miały być wycofane wojska Federacji Rosyjskiej. I właśnie w tym miejscu, gdzie miał być taki spokój, padły strzały w kierunku obu prezydentów wizytujących to miejsce. Akurat uczestniczyłam też w tym wyjeździe. И тогда Качинский посещал Грузию совместно с Саакашвили. Они поехали в район, который по соглашению между Российской Федерацией и тогда еще Саркози был такой зоной отвода войск, зоной прекращения боевых действий. Там должен был быть мир, никаких обстрелов, но в то же время прозвучали обстрелы на той территории. Kilka chwil dosłownie po tym, jak padły strzały, na mój telefon dodzwonił się jeden z dziennikarzy polskich. Proszę zgadnąć, panie redaktorze, o co mnie zapytał. И вот буквально через несколько минут после того, как прозвучали выстрелы, я получила звонок от польского одного журналиста. И угадайте, о чем он меня спросил. Nie zapytał o to, czy ktoś jest ranny, co się stało, czy wszystko jest w porządku. Nie. Он не спросил, ранен ли кто-то, что случилось, что произошло. Нет. Zapytał, jak oceniam prowokację prezydenta Saakaszwilego i udział w niej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Он меня спросил так, как я оцениваю провокацию Саакашвили и участие в этой провокации Леха Качинского. Это как будто русский звонил. Ale był to polski dziennikarz z Warszawy. Но это был польский журналист из Варшавы. Takie mieliśmy historie. Najważniejsze, że mojej formacji udało się wygrać wybory po raz już kolejny. Najważniejsze jest to, że Polacy bardzo wiele zrozumieli i mojej formacji zaufali. I najważniejsze jest to, że możemy pięknie zmieniać Polskę pod każdym względem i że Polska się rozwija. И самое важное историческое изменение, я считаю, что то, что моя партия могла выиграть выборы, то, что поляки многое поняли, то, что они поверили моей партии, и то, что мы можем изменять Польшу к лучшему во многих параметрах и сферах. I to ma również wpływ na politykę zagraniczną w naszym obszarze, bo to że Polska zwiększyła swoje bezpieczeństwo, to, że Polska zadbała o to, by właśnie na naszym terytorium stacjonowały wojska amerykańskie, by nasza armia zupełnie inaczej funkcjonowała i została doposażona wreszcie w nowoczesny sprzęt, by ta armia się zaczęła w ogóle rozwijać, by była obecna na wschodzie, by mogła szkolić armię ukraińską. No to są skutki właśnie rządów Prawa i Sprawiedliwości.
И даже в иностранной политике у нас многое изменилось. Мы повысили свою безопасность, мы обеспечили, чтобы на польской территории стационировали американские войска, мы оборудовали армию современным оборудованием, мы развивали армию, и благодаря этому польская армия может быть присутствовать на Востоке, может обучать также украинскую армию. Спасибо вам за то, что ваша армия тоже нам помогает. И я думаю, что в итоге путь Украины в Европу и в НАТО — это путь Польши. Ну, это один и тот же путь, который мы просто должны пройти сейчас вслед за вами. Dobrze, żeby to również wszyscy politycy ukraińscy zrozumieli. Хорошо бы, если бы все украинские политики это тоже поняли. Że nie Niemcy, nie Francuzi, tylko naprawdę my jesteśmy największymi przyjaciółmi Ukrainy i możemy dla Ukrainy wiele zrobić. То, что не немцы, не французы, а именно мы — это самые важные друзья Украины, и многое можем для нее сделать. Знаете, чего нам не хватает и всегда не хватало, наверное, это солидарности. Да? И в прямом смысле, и в переносном смысле вы были в солидарности еще в те времена, когда это было опасно, и когда вы боролись. Я все это помню. Я помню, как советские газеты писали, что в Польше ужас, такой ужас. Значит, я думал, значит, все хорошо, значит, молодцы поляки, значит, все правильно делают. Вот. Сейчас, и тогда были десятилетия людей старше вас, того же Качинского, еще людей, которые боролись с советской властью, и казалось, что она никогда не закончится. Оккупация. To prawda, to rzeczywiście to są konsekwencje nawet przegrywanych powstań, przegrywanych zrywów patriotycznych. Bo to w nas po prostu w środku jest, żyje. I tak wychowujemy dzieciaki nasze. Действительно, так и есть. Это последствия проигрышей, восстаний, наших патриотических разных тоже борьбы. Это все в нас внутри есть, и так мы воспитываем наших детей. Ale tę solidarność widziałam w Ukrainie. Widziałam w 2014 roku, widziałam na Majdanie. Ona była. Так. I ona była. To naprawdę było coś, co mnie zafascynowało. To mi przypomniało naszą solidarność. Но солидарность в Украине была. В 2014 году на Майдане она действительно была. И это восхитило меня. Это напомнило мне то, что у нас было во времена солидарности. A potem ten wielki wysiłek społeczeństwa ukraińskiego, by wspierać bataliony ochotnicze na Donbasie. А потом это огромные усилия украинского общества по поддержке добровольческих батальонов на Донбассе. To była olbrzymia sprawa, ale to właśnie na wysokości zadania stanęło społeczeństwo obywatelskie. Ono się wtedy budowało i budowała się ta solidarność. Это было огромное дело. И тут свою функцию выполнило как раз гражданское общество. Оно как раз обеспечило солидарность. Że jest do czego sięgać. То есть есть нам к чему обращаться. Конечно. И вы это видели лично. Вы попадали под обстрелы. Вы были на фронте, я это знаю. Да? И просто, чтобы наши зрители поняли, с кем я сейчас сижу рядом. Это такая женщина-воин в каком-то смысле. Я хочу спросить, знаете, о чем? Если вы вспомните свои ощущения вот тогда, когда советская оккупация была, и сейчас вот крымские татары живут в оккупации российской, которая длится уже, 8-й год уже, да? Как нам себя вести? Как крымским татарам сопротивляться этой оккупации? Все ли мы правильно делаем, сопротивляясь такой превосходящей силе? Как нам себя сохранить? Как нам ускорить возвращение Крыма в Украину? No to nie jest proste pytanie. To ja nie ставлю prostych pytań. I nie ma prostej metody. My w Polsce mamy silne kobiety, ale wy też macie silne kobiety. Это непростой вопрос. Здесь не есть простого метода. В Польше есть сильные женщины, и у вас есть сильные женщины. Trzeba tę siłę przekazywać kolejnym pokoleniom. Trzeba uczyć dzieci. O czym mówiłam dzisiaj rano, rozmawiając z krymskimi Tatarami. Jedną rzeczą jest odzyskanie ziemi,
ale drugą rzeczą jest utrzymanie narodu. A naród można utrzymać poprzez język, kulturę i znajomość historii. I to jest bardzo ważne dzieło do wykonania. Wykonywania tak naprawdę, do procesu wykonywania tego. И тут эту силу нужно передавать следующим поколениям, нужно учить детей. Сегодня утром я встречалась с меджлисом крымско-татарского народа, и я тоже им сказала, что возвращение земли — это одно, а сохранение народа — это другое. Нужно учить молодежь, детей языка, культуры, истории. Это самое важное задание. To jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne. Natomiast by to wszystko było skuteczne, no to trzeba zabiegać o poparcie zewnętrzne i tu trzeba szukać sojuszników. Myślę, że koncepcja Platformy Krymskiej to jest dobry kierunek, bo ona sama z siebie już będzie nagłaśniać temat, będzie sprawiać, że nie będzie można udawać, że problemu nie ma, bo wielu polityków zachodnich niestety ma taką tendencję zakryć oczy jak dziecko. Ja nie widzę, znaczy nie ma. Otóż jest i o tym trzeba jak najczęściej mówić i głośno mówić i to pokazywać. И внутреннее задание — это одно, а чтобы действовать более эффективно, нужна внешняя поддержка. И тут нужны союзники, которые будут помогать. Крымская платформа, я считаю, это правильное направление, потому что само уже работа Крымской платформы будет освещать вопрос, проблему. Она не позволит уже делать вид, что проблемы не существует. Ведь западные политики иногда закрывают глаза и делают вид, что проблемы нет. Нужно говорить громко об этом. I też trzeba nauczyć się przedstawiać problem tak, by poruszyć rozmówcę, by mu coś uzmysłowić. Ja przyznam szczerze, że będąc ostatnio na Donbasie, sama sobie uzmysłowiłam, że spotykając się z dzieciakami chodzącymi do klasy pierwszej, spotykam się z dziećmi, które wyrosły na wojnie. Urodziły się i wyrosły na wojnie. 7 lat. И нужно пытаться представлять проблему собеседнику таким образом, чтобы это до него дошло, чтобы это имело эмоциональное воздействие на него. Я сама себя поймала на такой мысли во время посещения Донбасса, когда встречалась с первоклассниками, что я разговариваю с детьми, которые родились во время войны. I kiedy w ten sposób o tym mówiłam w Polsce, to rzeczywiście odnosiłam skutek, to znaczy poruszałam rozmówcę. И когда я таким образом об этом говорила в Польше, то действительно я достигала результата, действительно это доходило до собеседника. Czyli faktycznie uzmysławiałam coś, co my doskonale wiemy, co się rzeczywiście cały czas dzieje, że to nie jest jakiś tam konflikt, tylko to jest wojna, która trwa 7 lat. И я фактически доносила то, что мы прекрасно все и так знаем, что это не какой-то там конфликт, это война, которая длится уже 7 лет. Ale jest wiele tematów, o których trzeba mówić na różnych formatach międzynarodowych i mówić głośno. Na przykład kwestia uwięzionych więźniów Kremla, ale szeroko rozumianych, tych, którzy są uwięzieni na terenie Federacji Rosyjskiej, obywatele Ukrainy, krymscy Tatarzy, ale i ludność z terytorium Donbasu. Ale nie tylko. Ja mówię, w dużo trudniejszej sytuacji, dramatyczniejszej są ci, którzy są uwięzieni przez terrorystów na Donbasie. И есть еще много других тем, о которых нужно говорить на разнообразных международных платформах. Это прежде всего узники Кремля в таком широком понимании. Не только те узники, граждане Украины, в том числе крымские татары, жители Донбасса, которые являются узниками и находятся на территории Российской Федерации. Намного сложнее ситуация тех людей, которые находятся в заключении у террористов. W ostatnim czasie
Z terytorium Gruzji uprowadzono na stronę tego regionu Cchinwali Gruzina, który niechcący gdzieś przeszedł przez tą linię rozgraniczającą, zbierał grzyby czy coś tam. W każdym razie został pojmany, albo są różne hipotezy, a może wyprowadzony, osądzony przez sąd, którego faktycznie zgodnie z prawem nie powinno być, czyli sąd tej tak zwanej Osetii Południowej, skazany na paręnaście lat więzienia. И в последнее время был такой случай, когда выкрали гражданина Грузии. Он якобы перешел на территорию временно оккупированной Южной Осетии. Его там поймали или выкрали с территории Грузии. Произошел суд, которого фактически не существует. И его осудили на более чем 10 лет заключения. I Gruzja o tym mówi głośno. Jeden przypadek dramatyczny, to jest konkretne życie, konkretny człowiek osadzony, ale to jest jeden przypadek. Ile takich przypadków ma państwo ukraińskie? И Грузия громко говорит об этом случае. Это конкретный случай, конкретный человек, его осуждение, но он один. А сколько же таких случаев в украинском государстве? Сотни. Setki. Из них более 100, уже намного более 100 крымских татар, которых взяли в Крыму, увезли в Россию и осудили как террористов на сроки до 19 лет. В том числе журналист канала АТР Сервер Мустафаев, он снимал для нас видео там, видео, и ему дали 14 лет за то, что он просто показывал это, снимал, и к нам трансляция шла вот на экран. И я надеюсь, что вы приедете на крымскую платформу? Mam nadzieję, że tak. No, na razie jeszcze zbyt mało znam szczegółów, ale ja oczywiście bardzo chcę się w Platformę Krymską zaangażować. Я надеюсь, что да. Пока что у меня мало деталей, но я очень хочу подключиться к крымской платформе. Bo uważam, że to jest ważne przedsięwzięcie. Считаю, что это очень важное мероприятие. Я уверен, что вы приедете, во-первых. Во-вторых, я жду вас в нашей студии, тогда уже после как закончится платформа, договоримся заранее, чтобы вы рассказали о результатах, как вы их видите. Я надеюсь, что Польша в числе других стран и в первых рядах других стран будет ставить вопрос о Крыме и об освобождении политических заключенных, наших крымских татар, которых уже 2 года мы не видели ни одного обмена, не видели ни одного человека, который вернулся. Уже 1,5, скоро будет 2 года. To są dramaty tych wszystkich rodzin, tak? Człowieka dramaty. osadzonego, ale to cała rodzina cierpi. Драмы всех семей. Человек, конечно же, заключенный, но вся семья страдает. Более 300 детей без отцов в Крыму, только крымских татар. И еще я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы понимаете, насколько важен телеканал АТР для нашего народа. Потому что вот в этих... Я не случайно спросил про солидарность, про те времена, когда казалось, что нет шансов никаких. Но наш канал, он дает как раз, связывает Крым с Украиной. Сейчас есть интернет, есть спутник вещания и так далее. И мы должны показывать миру, что происходит. И все должны видеть, и Польша, и вы всегда видите. И я благодарю вас за то, что вы помогаете нам. К сожалению, пока проблема с АТР не решена до сих пор. И вот эта 60-я статья резолюции Европейского парламента, вы знаете ее, да, которая говорит о том, что Европейский Союз настаивает на том, чтобы украинское правительство создало устойчивую систему финансирования канала АТР, чтобы он вещал на Крым. Эта система до сих пор не создана, к сожалению. Я надеюсь, она будет создана. Вы за это не отвечаете абсолютно, но я знаю, насколько вы неравнодушный человек, и как вы в разговорах с нашими чиновниками постоянно им напоминаете о том, что есть обязательства перед коренным народом Украины. И мы видим, как Путин бесится, когда он слышит коренной народ крымские татары. Мы видим, как на футболке сборной Украины силуэт Крыма, и у них все выворачивается. То есть слово «Крым» для них — это как красная, знаете, красная тряпка. Tak, rozumiem. Я вам хочу вручить такой, не сувенир даже, это история этого предмета такая. Есть один журналист, Андрей Маринюк, во Львове. Он украинский журналист, очень поддерживает тоже наш канал, такой патриот. И он сделал весной и прислал мне буквально дюжину таких значков и сказал, вручай их каждому, кто будет помогать телеканалу АТР.
Я с удовольствием вам вручаю. Это для меня было неожиданно. Я вам с удовольствием вручаю, Ojej. пані Малгажата. Bardzo dziękuję. Дякую вам за все. Bardzo Чок dziękuję. Саголнас. Bardzo dziękuję. Спасибо большое. Спасибо, что пришли, спасибо, что вы с нами. Я хочу сказать отдельное спасибо Павлу Бабаловичу, через которого держали связь. Это польский журналист, у которого просто сердце вот такое огромное, и на нем вот тамга тоже, и трезуб, и тамга в его сердце. Я ему вручу точно такой же знак, и я благодарен всем в Польше, кто знает, что такое Крым, что такое крымские татары, и как важно не забывать о главном. С Крыма все началось, и там должно все закончиться. I tak będzie. Ja głęboko wierzę, że przyjdzie czas, kiedy taki wywiad będziemy mogli przeprowadzać nie z odległości, tylko tam na miejscu. И так I и tego будет. sobie życzmy. Я уверена, что будет такое время, когда мы будем это интервью проводить не на расстоянии, а там на месте. Так и пожелаем себе этого друг другу. Дякую вам. Чок Саголнас. Dziękuję. С нами была пани Малгажата Гашевская, вице-спикерка польского сейма, человек огромной души, огромного жизненного опыта и железной воли. Вот всем бы нашим политикам иметь такую железную волю, вот, мы бы уже, может быть, и в НАТО были бы давно. Это не вы сказали, а я. Спасибо всем, кто смотрит канал АТР, кто нам помогает, кто перечисляет нам донаты через сайт Patreon, через любые другие варианты. Благодаря только вам мы сейчас можем сидеть здесь с пани Малгажатой и с прекрасной переводчицей Татьяной и говорить на весь Крым, на всю Украину и на весь мир. И да, я уверен, что в Польше тоже услышат то, что сказала пани Малгажата Гашевская. Очень влиятельный и очень серьезный, последовательный польский политик. До новых встреч. А пани Малгажату мы ждем в августе в эфире. Do zobaczenia w takim razie. Увидимся в таком случае.